По сравнению с аналогичным периодом июня текущего года заболеваемость увеличилась почти на 60%. Число заболевших растет второй месяц. Сегодня в республике вновь 51 новый случай заражения. Становится больше заболевших британским и индийскими штаммами. Защитит вакцинация, но на прививку не спешат те, у кого есть антитела. После перенесенного ковид, говорит Любовь Авдонина. Вакцинироваться необходимо после 6 месяцев после перенесенного заболевания. На сегодня нет защитного уровня количества антител, поэтому на сегодня вакцинироваться необходимо вне зависимости от наличия и вне зависимости от количества антител. Темпы вакцинации растут третью неделю подряд. Из-за ажиотажа в некоторых пунктах заканчивается препарат. Из-за этого временно не прививают в Меге, Южном и на станции метро Дубравная. Как поступит вакцина, там можно будет сделать прививку. Большую партию в Татарстане ждут на днях. В Минздраве отмечают, сейчас вырос спрос на Ковивак. В поликлиниках формируют листы ожидания. Сейчас очень много запросов по Ковиваку идет. Население стоит перед выбором. Либо ждать. Очевидно, что регулярность поставок и количество поставляемой вакцины в единицу времени спутника значительно больше, чем Ковивака. И население стоит перед выбором. Либо я буду ждать месяц, два, я не знаю сколько. Да? Либо вот я могу сейчас привиться спутником. По мне лично, все-таки вакцинация спутником – это гораздо более правильное решение, чем подвергать себя риску в ожидании вот этого самого Ковивака. С 31 до 78 увеличилось число организаций, которых Роспотребнадзор обязал привить своих сотрудников. На этих предприятиях обнаружены очаги заражения. Также в Минздраве отметили, в Татарстане не зафиксировано смертей после прививки. В подавляющем большинстве пунктов вакцинации есть возможность 30 минут провести под наблюдением медицинского специалиста. Для чего? Мы боимся анафилактического шока. В вакцине нет компонентов, которые могут не то что спровоцировать, а явиться прям причиной смерти. В Минздраве отмечают, вакцинацию во дворах планируют продолжить. Там чаще прививаются пожилые люди. А среди них в республике низкий процент привившихся. Вакцинацию больше проходят молодые люди. В Минздраве обратились к молодежи, чтобы они приводили своих бабушек и дедушек. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.